Здравствуйте, уважаемые участники этого мероприятия. Мне отведено 5 минут, что меня очень огорчило, поскольку учителя, они от звонка до звонка, монологи продлеваются 45 минут, а вот как вложиться в 5 минут, не будет сложно. Так вот, а сказать я за эти 5 минут хотел бы следующий. Во-первых, поскольку я педагог, учитель, меня волнует то, чем я вообще занимаюсь. Значит, человек отличается от других животных тем, что он имеет разум. У разума есть орган, мозги, голова. И есть, кроме этого, наиболее тонкая субстанция человеческого. Это его душа. Душа обобщает собой набор всех чувств человека. Вот у нас, скажем, когда мы готовим учителей, мы только с мозгами работаем. У нас в программе имеются, скажем, методика преподавания математики, методика преподавания русского языка, хакасского языка, в общем, все методики стараются, значит, очень грамотных людей делать. Но дисциплина, методика воспитания отсутствует в нашем учебном плане. Это какое-то вот забрали мы планы зарубежных стран, там в школе не надо эти изучать. Поскольку душой занимается церковь. Вот. Школа занимается разумом, знанием, а душой отрабатывать характер, халах, только люди, умеющие разговаривать с душой. Такое умение, таким обладает духовенство. Вот, специально люди готовятся к этому. Поэтому слово духовенство отходит от слова дух. То есть, а дух – это душа. Звук х и ша – это чередующиеся звуки, вот, родственные звуки. И от слова дух образуются специалисты, умеющие разговаривать с душой. Вот. Душа – это набор чувств, там, любовь, совесть, уважение, там, и так далее. Их сотни этих чувств, вот. И от этих вот, от них образуется человеческий характер, халах. Вот. Хакасов это замечает в том, что люди с разными характерами бывают. И поэтому все роды, все в деревне вот, людей, знакомых, они классифицируются. Вот урод-то, значит, говорят, малтхапчангызлер, күндегзигызлер, ипшизин сохчангызлер. Вот это вот душа. Это, вот я назвал некоторые, значит, только отрицательные черты. Но есть название Кулюк-Кузень, изумительный, трудолюбивый человек, Чуртчангузень. Вот. Можно этому научиться в школе? Этого никто не учит. Вот. Так вот, у Ивана Мартыновича, значит, сейчас у меня нелогично все получается, чтобы вот
как-то все стороны человеческой души, все стороны человеческого организма совершенствовать. Вот. Вот если вы с помощью там, школьных программ, вузовских программ совершенствуете, с мозгами работаем, а с душой никто не работает. И родители у нас тоже в этом отношении. Вот в мое время была дисциплина такая семейная педагогика. Вот. Был журнал «Семейная педагогика» в Академии педагогических наук, журнал «Семейная педагогика». Конференции проходили по этому. Я даже помню один доклад, который я на одной из конференций читал. Лекция хакасского и в хакасском языке, связанная с семейной педагогикой. Вот. Я там перебрал все устное народное творчество, писателей, произведения писателей, выбрал, где как в семьях вот, находят возможность воспитывать душу человека. Вот. Из этого все характер. Вот, скажем, слово «характер» – это греческое слово. В переводе на русский язык означает отделка драгоценностей из золота. Представляете, вот я забыл это слово, таптапчатан, вот, термин там, таптирга, то есть ковать характер вот, через душу, совершенствовать духовные качества. Вот. Так вот, сейчас склонны все с тем, что сейчас душой занимаются только литераторы, только писатели. И вот я в этом посмотрел творчество Ивана Мартыновича, в этом отношении он является образцом. У него очень много в его произведениях, прозе, стихах и рассказах очень много поучающих, воспитывающих читателя моментов. Вот. Как на охоте вести себя в охоте, вот, быть, охранять природу, вот, там, не быть жадным, вот, и так далее. Вот, не быть скупым. Очень много интересных у него потом с юмором подаются вот эти вот качества. Вот. Так что вот я, когда читаю работы, скажем, студентов, учеников, то я все разглядываю, нет ли там орфографических или каких-нибудь других ошибок. А когда я классику читаю, я смотрю только, помогает ли она кого-нибудь лечить в духовном отношении. Вот. И все писатели, кстати, литераторы, там, педагоги, они пришли к выводу, что с помощью литературы можно лечить людей, вот, особенно классики. Вот в этом отношении Иван Мартынович на высоте. Самое полезное дело. А наша учебная система образования почему-то не догадывается до этого. Потому что руководят нашим образованием не специалисты, а однозначенные менеджеры, или экономисты, или физики, но не педагоги. И поэтому мы сейчас готовим, и программа так составлена не на педагогов, а на учителей.
А наука наша называется педагогика. В переводе на русский язык из энциклопедии означает это наука о обучении и даже начало воспитания, а потом обучение. А мы только обучением занимаемся. Вот это меня очень беспокоит. Вот. Не каждому опытному учителю удается совмещать обучение с воспитанием. Вот. Прежде старые учителя это умели. Нынешние не получается. Спасибо. Извините, я не